Я училась на так называемом школьно-пионерском отделении в педагогическом училище имени Куратова. Что это такое? У нас в дипломе на выходе, то есть мы имели две профессии: учитель начальных классов и старший пионер-вожатый. То есть мы были профессиональными старшими пионер-вожатыми. Очень много, ну, помимо того, что все-таки выучиться на учителя, это и так, в принципе, непросто, а нас еще параллельно готовили из нас старших вожатых. Что это такое? Помимо того, что мы изучали огромное количество нормативных документов, связанных с пионерской, с комсомольской деятельностью, мы учились играть на барабане, мы должны были знать определенное количество маршей, мы их должны были играть. Я, кстати, до сих пор, оказывается, я вот недавно где-то мне попался барабан, оказывается, я неплохо даже чего-то помню. Горн. Для меня это была вообще, конечно, проблема. Я до сих пор не могу понять, как можно дуть в горн и извлекать оттуда какие-то звуки. Ничего, девочки, у кого-то получалось, у кого-то нет. Мы умели маршировать, нас учили всякими какими... Вот как вот военных учат, вот куда там, налево, направо, там какие-то... Мы учились, я умею носить знамя пионерской организации, потому что это вот надо было тоже уметь. Мы учились громко говорить на всю дружину. И самое интересное было то, что на базе нашего отделения была создана так называемая дружина вожатых имени Гайдара, которая моделировала пионерскую организацию, как вот в школах бывают пионерские дружины. У нас была своя дружина. Я 3 года работала, ну, не работала, вернее, меня выбирали, или как там, я уж не помню эту тоже процедуру. Я была командиром штаба этой дружины. У нас был тоже какие-то тоже свои какие-то там должностные лица там в этом штабе, кто-то что-то, кто-то был учебным сектором, кто-то был оформителем, кто-то там еще чего-то. У нас была тоже довольно-таки интересная жизнь там в нашем, вот в этом отделении. Эта должность была в штатных расписаниях школ, то есть это была вакансия постоянно, часто довольно-таки открытая, и иногда брали на эти должности просто вот таких активных девушек. Вот они активные, сейчас они потом стали впоследствии, многие, например, организаторами по внеклассной работе, так называемая тоже должность была. А начинали они вот как раз со старших пионер-вожатых, но они были не профессионально подготовлены, а мы-то были подкованы теоретически, и мы умели, у нас были конкретные навыки. Вот мы действительно, это же надо же уметь, как ты будешь учить, у тебя звено барабанщиков, ты же их должна научить барабанить. Или на горне, например, играть. Мы учили и этому, естественно. Ну, в основном это было проведение каких-то, конечно, мероприятий. Но самое мне запомнилось то, что это все-таки у нас же дружина была имени Гайдара. И вот эти все добрые дела, причем которые делаются в тайне. Это была такая вообще такая здоровская идея. Я не знаю, кто это такой. Ну, это Аркадий Петрович, скорее всего. И я думаю, что это его какая-то идея в основном была. И я помню, что рядом с нашей школой был, например, детский сад. И я, как старшая вожатая, помню, я сходила туда, в детский садик, и говорила: так, мы будем проводить со своими детишками, хотим сделать доброе дело. Вот какое можно доброе дело, но чтобы его никто не видел, чтобы это был сюрприз для детей. А это была зима, и заведующая говорит: так давайте почистите нам, например, площадки. И мы с утра, мы действительно с какой-то группой детей пришли в 6 утра, раскидали снег, там даже, наверное, сделали какие-то постройки, и везде навтыкали на палочках звезды красные. Так делал Аркадий Петрович Гайдар, ну, вернее, не он, а герои книги Тимура и его команды, да, они оставляли везде после себя звезды, и вот мы так это, и вот это, конечно, я думаю, что это не главное у меня, а главное, что это у детей в памяти очень так отразилось хорошо. Мы даже им какое-то письмо потом этим детям оставляли, и воспитатели, они зачитывали, что вот нам приятно делать было для вас там такое-то дело доброе там и так далее. То есть в 37-й школе вы возглавляли пионер-отряд? Да. Я была старшим пионер-вожатым в дружине, да, в пионерской дружине, да. А в дружине еще отряд? А в дружине были много отрядов, в каждом отряде. Там был председатель совета дружины, это был уже кто-то из детей. Кстати, одним из детей была наша министр образования Наталья Якимова, Наталья Владимировна Якимова. Она как раз вот и была тогда, в те периоды, вот как раз мы с ней вместе и работали. Она была моей ученицей, ну не моей ученицей, она была как раз вот, я так подозреваю, что она была тоже в совете дружины, скорее всего.
В школах с таких церемоний начинались только какие-то события, естественно. Когда начиналось, все выстраивались в определенной последовательности. Впереди стояла, то есть была, естественно, линейка людей, которые стояли перед тобой. И дальше, например, выстраивались буковкой «П» отряды. И стоял обычно старший вожатый, да, я, потому что мне сдавали рапорт, председатель совета дружины, кто-то из числа детей, там его выдвигали. У нас же был совет дружины, он председатель. Он командовал, там, дружина, равняйсь смирно, все поворачивались, стояли ровно, и она разворачивалась ко мне, это же все, это же надо уметь все делать, это же не просто так. Вот, она разворачивалась ко мне, мы салютовали друг друга, и она говорила: товарищ старший пионер вожатый, дружина вожатых, у каждой дружины было какое-то присвоенное имя какого-то героя. Дружина вожатых имени такого-то там, героя к построению или там торжественной линейки, посвященной дню там, защиты детей, построена. Председатель совета дружины такая-то. Я говорила: вольно. Она поворачивалась, говорила: вольно. И начиналась сама процедура. Ну, это были стихи в основном. Вынос знамени, естественно. Сначала, то есть, рапорт, потом вынос знамени. Знаменосцы были, да? Знаменосцы. Это была целая команда. Это люди, дети, которых учили этому. Вы думаете, знамя так просто носить? Нет. Там тоже все очень сложно. Там нужно знать, где локоть этот, где правая рука, какая нога и заходит и так далее. А хранилось оно в пионерской комнате? В пионерской комнате, там да. Еще, как правило, Ленин да. стоял, Там были, да, такие специальные подставочки. Стояло знамя дружины обычно. Ну и, кстати, стояли у каждого класса была свое маленькое знамя еще. Ну не знамя, флажок мы их называли. Все там, например, знамя дружины. И если, например, 15 классов, 15 флажков. У октябрят были флажки, у пионеров были флаги. И, в общем, они все это перед каждой линейкой, все эти знаменосцы и флажковые, они бежали за этими флажками, брали их, все это репетировали, как они это будут носить. Но с ними предварительно, конечно, отрабатывалось это все. То есть это было, они знали на каждое вольно, куда флаг, чего. У людей было чувство ответственности совершенно другое, не как сейчас. Если тебе доверяли знамя, почему вот я все поражаюсь, вот откуда вот действительно такое чувство ответственности? А это мы жили в таких условиях. Мы даже не понимали, как можно жить по-другому. Председателями даже советов отрядов все-таки были в основном, вот у меня в классе была председателем совета отряда девочка, она была отличницей, круглой. Она занималась фигурным катанием, причем профессионально. Практически она, она до сих пор занимается фигурным катанием, несмотря на свой возраст. Потом она была вот председателем, у нее были еще какие-то общественные нагрузки. То есть просто так председателем ты не мог стать, там было очень все сложно. Там нужно было действительно с собой что-то представлять. Ты не мог просто так стать председателем совета отряда, не говоря уже о совете дружины. Совет дружины – это когда ты стоишь главным над всеми пионерскими отрядами. Все-таки туда это выдвигались. А потом этих детей, председателей и их заместителей, их же тоже где-то собирали. У нас же был дворец пионеров. И он до сих пор есть. Все-таки, да, их туда собирали. Скорее всего, там они тоже как-то себя имели возможность проявить. И все это так вот и делается. Я помню даже когда-то, наверное, все-таки я как раз в педколледже, наверное, в педучилище, когда мы учились, я помню, у нас мы ходили, нас просили вставать в почетный караул около памятника Ленину на площади. Это было, я не знаю, с чем это было связано. Это, скорее всего, тоже была какая-то круглая дата. И помню, что мы приходили, раздевались и все свои вещи оставляли в желтом доме. Там, значит, там мы наряжались, все, мы красиво тоже были, белый верх, черный низ, все строго. Вот, пилоточки, все эти ленты, и все. И с этим, и представляете, как это тяжело, знамя, причем, я думаю, там было нелегкое какое-то знамя. И мы вот от желтого дома прямо шли, и потом до памятника Ленина, то есть углом, мы же не по диагонали ходили. Ровненько мы туда вот это печатали шаги, потом по лестницам, потом мы там разворачивались, меняли караул.
нам было это приятно, что на нас, естественно, на нас приходили смотреть, прям как мы вот идем куда-то, там маршируют. О, какие-то девочки тут. Мы тем более были, наверное, молоденькие, хорошенькие, девочки в коротких юбочках, и мы все, и мы так вот ходим, и так это ходили на нас, прям люди смотрели. Было интересное тоже, да, ощущение такое. Угу.